Ну а далее у спасателей состоялось торжественное событие. В Якутске открыли новую базу Республиканской службы спасения. В объект переехали бойцы автомобильного и аэромобильных отрядов ведомства, рассказывает Афанасий Николаев. Церемония открытия новой базы начинается с награждения отличившихся бойцов службы и принятия присяги спасателями-новичками. Новоселье начинается с исторического события. Удостоверение спасателя и личный жетон получает первая в истории службы женщина-спасатель. Первой женщине-спасателю Якутии Савиновой Виктории Ивановне. Старая база службы спасения находилась в районе Кирзавода, новая недалеко от столичного рынка. Благодаря переезду значительно улучшилась оперативность службы. Вы представляете, у нас более 1500 выездов, и выезжать из Мархи до самого города, ну, все автоводители знают, это 20 минут. Время реагирования автомобилей службы спасения, различные происшествия и чрезвычайные ситуации, для отправки даже групп спасателей в различные районы, в аэропорты Маган, Якутск. Это существенно сократит время реагирования. В новых гаражных боксах службы спасения размещается до 20 единиц техники. В основном это автомобили первой линии, то есть машины, находящиеся в постоянной готовности. Как отмечают сами спасатели, значительно улучшились условия труда. Улучшились, конечно, все условия. Гараж более просторный, более светлый и ближе к городу стало. Переезд стал возможен благодаря программе поддержки службы со стороны правительства республики. По решению председателя правительства именно обновить здание наших спасателей республики, да, вот именно здание, передано старое здание ФПК Якутия, и на сегодняшний день отремонтировано полностью. Мы сегодня открыли это здание для того, чтобы полностью оперативно реагировали на выезды спасения людей. Правительство республики уделяет значительное внимание развитию и поддержанию готовности республиканских спасателей. В этом году подобная работа продолжится. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.